үшін бірінші менен мыңда бір алғыс. Сосын айтарым, бізде енді Хромтау қаласында енді бірінші жағдай болуы мүмкін, немесе бір ең бір автоиндустрия саласында бір жақсы күндердің бірі деп айтсақ болады. Өйткені жалғыз автоэлектрик, автомеханик, ПЗМ саласы бәрі жиналып, осы білімімізді шыңдайын деп отырық. Енді осы жиналудағы мақсатымыз не? Бізде енді май саласы болып тұр, негізгі мақсат. Май саласы болғаннан кейін, осы майдың көліктегі қызметін, енді осы біз соны жақсы түсіндіру үшін Яко компаниясының технический менеджері Мақсат Қаюмовты шақырып отырық. Қош келдің, Мақсат. Енді ар жағында дәл сөзді Мақсатқа берейік, Мақсат жалғастырады, өзі түсіндіреді. Ал біз осы семинарды еркін форматта болсын, және диалог сияқты болсын да. Бір жағынан қызықты, бір жағынан ұғымды болады. Сіздерден сұрайтын сол қатысып, зейін қойып тыңдаңыздар, және қатысып сұрақ қойып отырсаңыздар, сұрайтын сол. Ал, Мақсат. Да, Арман все правильно сказал. Вот, представлюсь еще раз, да, меня зовут Максат. Вот, я, кроме того, что технический специалист, с недавних пор я еще и коммерческий директор нашей компании, то есть также дальше езжу, мне это никак не мешает работать одновременно, да, то есть в пути часто говорят, как коммерческий директор может вообще этим заниматься. Ну, если он в этом разбирается, почему он этим не должен заниматься? Вот, правильно Арман сказал, основная задача сегодня, да, то есть поговорить вообще, да, я не буду стоять и умничать техническими терминами, химическими, да, как это часто происходит. Вот. Моя задача, ну, во-первых, рассказать о бренде, да, чтобы понимали, что это за бренд. Не задача его впихнуть сейчас кому-то. Сегодня я Яко занимаюсь, кто его знает завтра, чем я буду заниматься. У меня нет привычки говорить, что один бренд хороший, другой бренд плохой. Нет. Все бренды хорошие, однозначно. Просто некоторые получше, некоторые похуже, что-то дороже, что-то дешевле, да, каждый выбирает уже сам. Вот, разобрать какие-то основные моменты, которые часто случаются в этой индустрии, в автомобильной, вот, тому как я не теоретик, который начитался умных вещей, я в первую очередь практик. Вот, и да, я в первую очередь практик, я знаю, как сам прекрасно крутить болты, собирать моторы, потому что я больше 20 лет в автоспорте профессиональном, вот, и по сей день в нем также нахожусь. Поэтому вся эта тематика, она для меня... Не так, что меня кто-то научил рассказывать презентации и продавать продукт. Нет, техничка — это мое основное. Вот, ну, давайте начну вкратце все-таки о бренде Яко, да, с которым мы сюда приехали. Наверное, даже не так. Я начну с того, ну, чем наша вообще компания занимается, да, Лансавто. То есть мы на рынке почти уже 30 лет занимаемся именно смазочными материалами, химией и все, что связано с жидкостями для автомобилей, да. То есть мы не занимаемся запчастями, то есть мы не компания, которая в портфеле там сотни разных брендов, в том числе и запчастей. Нет, мы только масла, только автохимия, автокосметика, ну и все, что такое жидкое и чуть более густое. Вот, Яко — это не один наш единственный бренд, у нас есть еще бренды, да, но в данной ситуации мы приехали именно с брендом Яко. Вот. Вкратце о бренде, то есть бренд достаточно старый на рынке, то есть ему более 106 лет с момента основания, это один из самых старейших европейских брендов в целом. У нас он не был до этого известен по одной простой причине, что кроме нас никто его сюда и не привозил. Мы первые, кто привезли бренд Яко в Казахстан вообще. Вот. И привезли мы его в конце 2017 года. До этого момента, ну, в Казахстане об этом бренде понятия никто не имел, потому что им никто не занимался, попросту говоря. Ну, немаловажная часто бывает причина заниматься чем-то новым, особенно из сегмента премиум. Это всегда очень сложно и требует очень много времени, сил, затрат, ну и терпения даже в конце концов. И не каждая компания может взять какой-то премиальный бренд и, скажем так, раскачать его. Часто бывает так, что бренды, хорошие бренды, попадая в неправильное управление, да, ну, потихонечку угасают и теряются с рынка. Я таких примеров могу очень много привести, но сейчас, как говорится, не об этом. Вот, бренд Яко, я вкратце расскажу его историю, потому что когда у бренда есть история, это всегда хорошо, это всегда интересно. Сложно, когда у бренда истории нету, и не о чем рассказывать, кроме как посмотрите, какой крутой завод, посмотрите, как там все классно и красиво. У бренда история очень насыщенная, то есть слоган бренда звучит как масло мировых рекордов по сей день, по одной простой причине, потому что все началось со спортивных автомобилей, ну и по сей день с ними очень тесно завязано. Вот, началось все с автомобилей Hispano Suiza, это начало 900-х годов, это были спортивные автомобили того времени, очень быстрые, технологичные. Вот, и к середине десятых годов, когда у создателей бренда Hispano Suiza пришло понимание, что нужно создавать собственные смазочные материалы, ну и в конце концов, так как машины были к тому времени очень технологичными, да, смазки того времени чуть уже не справлялись с инженерной мыслью этих двигателей. Вот, и они решили создавать собственное направление производства смазочных материалов. Нашли сильного химика-инженера, ну и толкового еще и бизнесмена, француза Жана Дантильяка, и создали с ним бренд под названием Яко. Яко так, в принципе, и переводится, это окончание фамилии Жана Дантильяка, Яко – это компания.
С того времени ничего не поменялось, логотип остался прежним, он чуть-чуть видоизменился, стал более современным, но ретро-логотип по сей день используется в рекламе, в мерче, да, потому что владельцы этого бренда очень чтят именно историю. То есть они много внимания уделяют именно своим корням историческим и гордятся ими. Ну, когда есть хорошая история, есть чем гордиться всегда на самом деле. Вот. Создается первый завод, то есть он был небольшого размера, делал не только моторные масла, но и смазки там, для швейных машин, смазки для, не знаю, замков, дверей, петель и всего остального, чтобы каждый в доме мог воспользоваться чем-то от этого бренда. Вот. Также бренд известен среди масленщиков, да, кто глубоко вдается в историю, и изучает ее. То есть как бренд, который первый сделал всесезонное стабилизированное присадками масло. То есть это было еще в 20-х годах. Вот, то есть от сезонального масла уже отошли. То есть то, к чему мы сейчас уже привыкли, никого не удивишь, да, что масло-то давно всесезонное. Ну, за исключением Арктики, там, да, где-нибудь дальних уголков Африки, где зимы не бывает. Во всем остальном мы используем всегда всесезонные масла, которые зимой прекрасно работают, ну и, конечно же, летом в том числе. Вот, сейчас кажется это нормальным, но я думаю, в 20-е годы это, естественно, был такой технологический прорыв. Они об этом особо не кричат, это просто есть как запись в истории и запись в истории производства вообще смазочных материалов в принципе. Мало кто просто занимается глубоким изучением исторических фактов, да, по производству, вообще в этой индустрии. В основном все знают брошюры, да, которые нам предоставили, в них все красиво написано, но глубоко мало кто копает. Если начнете копать про бренд Якоб, найдете его упоминания и у производителя Bentley, и много упоминаний у Audi, и у Mercedes, ну то есть у всех европейских производителей. Peugeot, Citroën, Renault я в принципе молчу, понятное дело, это Франция. Вот, да, завод находится во Франции, чуть позже я его на видео покажу. Он один-единственный, то есть какой бы канистру, где бы вы ни нашли, в какой бы стране мира не увидели такой бутылек, он производится во Франции, 140 километров от города Париж. Город Руан, это Нормандия, то есть он там один, и нигде больше этот продукт не производится, то есть ни в одной другой стране мира вообще. То есть ни во Вьетнаме, ни там в Малайзии, ни в Сингапуре, ни в Корее, ни в Америке, только во Франции. Лично был на этом заводе. То есть лично видел весь этот процесс. Ну, дальше завод я покажу. Вот. Также бренд всегда много времени уделял именно удобству работы, особенно людей, которые связаны со смазками. Они первыми в Европе сделали каталог подбора смазочных материалов. То есть то, чем мы сейчас пользуемся постоянно. То есть через телефон, компьютер залезли, посмотрели машину, объем, заливку там, и так далее. Вот. То в то время все помещалось на один большой лист бумаги. Вот. Сейчас распечатать каталог невозможно. Ну, можно, конечно, но столько бумаги потратить, что-то как-то не очень хочется. Мы тут 2 фуры бумаги выгрузим, нам не хватит, наверное. Потому что машин очень много, модификации появляются постоянно новые. За китайцами вообще сейчас не уследишь, их в каталоге никто еще даже не добавляет, потому что не успевают за ними. Я европейцев спрашиваю всегда, кто с каталогами европейскими работает, наверное, знает, да, проблему, что в каталогах нету китайских автомобилей. Все достаточно просто, европейцы к Китаю относятся как? Они к нам на рынок не зайдут. Поэтому мы особо не паримся. Я говорю, ребят, сейчас 5 лет, вы мне сами скажете нихау, потому что будете на BYD ездить или на Chery или еще на что-нибудь в этом роде. Ну, в принципе, вот уже 3 месяца назад Астана Моторс в Чехии открыла первый автосалон Chery. Астана Моторс в Казахе, там вообще в Чехии. То есть Европа придет к тому, что в каталогах подбора все равно будут китайские автомобили. В спецификациях начнут прописывать китайские аналоги, да, то есть, некоторые производители это уже делают. Допустим, бренд Wolf, у нас еще один бренд. Открываешь там, АТФ, ДКТ, там уже Chery, Чанган, то есть ГВМ, все это прописано. То есть те чуть-чуть быстрее идут, понимая неизбежность того, что с Китаем придется считаться в оконцове. Вот. Раньше все это помещалось на один лист бумаги, и, естественно, сервисникам стало очень удобно пользоваться всей этой историей. Вроде бы мелочь, но когда ее кто-то придумал и создал, это не мелочь на самом деле. Вот. Дальше, да? До этого, как я сказал, масло мировых рекордов. Почему? Потому что спортивные автомобили, и начиная с 20-х годов компания начала усердно работать в этом направлении. То есть как можно доказать было в то время качество продукции, да? Естественно, начать показывать его в боевых действиях. В целом автоспорт – это полигон для производства чего-то нового и чего-то абсолютно недоступного сначала для гражданских автомобилей, в том числе, да, и смазки. Если мы разберемся глубоко, да, то первая система ABS – это Формула-1, Traction Control – это Формула-1. Все системы, которые есть сейчас в автомобиле, в том числе климат-контроль, это все пришло с автоспорта. То есть это полигон для испытания всего чего-либо нового, в том числе и смазочных материалов, потому что сначала рецептура разрабатывается для
самых тяжелых нагрузок для автоспорта. Потом она адаптируется уже для использования в гражданских обычных автомобилях. Что-то делается на спорт-линейку масел, да, что-то на гражданскую линейку масел, но технологии первичные, это все в автоспорте появляется. А в 20-х годах Яко тесно сотрудничал с брендом Voisin, это был французский производитель спортивных автомобилей, и было с ним поставлено достаточно большое количество рекордов. Один из таких запоминающихся, и его историю можно самому отследить, да, то есть почитав много исторической литературы. То есть это средняя скорость на пробеге 1000 километров, 172 километра в час. Это сумасшедшая скорость на самом деле, для 20-х годов тем более. То есть максимальная скорость этот автомобиль развивал около 190, если быть точнее 189, по-моему. Ну прикиньте, 25-й год. Некоторые машины сейчас так разогнаться не могут, а средняя скорость 1000 километров. Это вот сейчас как отсюда до Козлорды, да, долететь? Со средней скоростью 172, это сумасшедшая скорость. Ну, то есть на эту авантюру с ними как раз подписывался бренд Яко, потому что они этого не боялись, так как они сами со всем этим изначально работали. То есть масло появилось из-за спортивных автомобилей, и, естественно, путь продолжился в этом направлении. Вот. Самый известный рекорд, который по сей день остается непобитым ни масленщиками, ни производителями автомобилей в первую очередь, это рекорд 1933 года совместно с брендом Citroën. То есть в тот момент Citroën выпустил новую модель автомобиля и замахнулся на весь Европейский Союз, ну тогда еще не Союз, а всю европейскую общину производителей, сказав, что его машина проедет больше 100 тысяч километров, не сломается и в ней даже масло менять не будут. Естественно, все над Citroёном посмеялись, сказали: парень, ну ты, короче, сумасшедший. Единственный, кто вписался в эту авантюру, это был бренд Яко, они ничего не теряли, я как-то открыто это всегда говорю. Если тачка сломалась, ну кто бы масло там винил? Слишком яркие заявления, да, то есть как это, 100 тысяч километров в боевом режиме, еще и не меняя моторное масло. Бренд спокойно на это подписался, понимая, что их продукция, ну, наивысшего качества, то есть они не боялись какого-то провала. Это Citroёну бояться надо было. Итог получился следующим. Машина проехала 134 дня, ну, останавливаясь только для дозаправки, естественно, смены пилотов, вот, смены шин. Шины не могут выдержать таких пробегов. И машина проехала 301 тысячу с лишним километров, не меняя моторное масло вообще. То есть дальше я как раз покажу видео. Того времени подделать его невозможно. Искусственный интеллект современный не сможет этого сделать, как минимум, потому что сымитировать такую старую пленку и те места, которые есть на видео, невозможно, так как этих мест давно уже нету. То есть это происходило на гоночном кольце Монлери во Франции. Кольца этого уже нету. Вот, оно осталось только на видео. То есть за этим рекордом пристально следили все производители. Опять-таки, не из-за масла, а из-за самого Citroёна. Как раз сейчас будет видео, оно на французском языке. Оно именно тех лет, то есть видео почти 100 лет уже. Понятное дело, я его не на пленке, на кинематографе мотаю, да, а на телеке показывают, потому что его просто оцифровали. Но здесь уже есть знакомые бренды, там вот как раз был Castrol, это гараж Яко. Mobil Oil — это современный Mobil, с которым, я думаю, все знакомы, да. То есть уже можно сказать, что видео не фейковое, потому что эти бренды никто не затирал. Зачем? Это история. Зачем ее переписывать? Да, вот Peugeot, Чемпион и так далее и тому подобное. Это пилоты. Они выглядели раньше на маляров похожие. То есть гоночный костюм был как у маляра примерно сейчас. Это современный пилот в таком костюме с нашивками, нарядный, там, амалогированные одежды, не горячая. Раньше просто одели, чтобы сильно не замораться, и полетели. Всего было 4 пилота, которые менялись каждые там 3-4 часа, грубо говоря, шли отдыхать, потом снова садились за руль, и так 134 дня по кругу просто. Трасса имела наклон, бэнкинг, вот как раз на видео заливка масла и ставится пломба. То есть это специально фиксировали на видео, чтобы потом, ну, как говорится, Citroёn никого не обманул. Ну, дескать, французы хитрые, мало ли там что-нибудь придумают. Поэтому все эти 134 дня, кроме этой гоночной машины, пилотов и механиков, там жили все представители европейского автосообщества, да, то есть и люди с BMW, и люди с Mercedes, и, соответственно, Peugeot, и все, кому было интересно, как же Citroёn сейчас просто, ну, обосрется, скажем так, по-нашему, да, извиняюсь за выражение. То есть рекорд официально был установлен, точнее, его даже не так, его прервали, потому что смысла дальше продолжать просто-напросто уже не было. Ну, 134 дня, представьте, прожить на гоночном треке, постоянно обслуживать машину, заправлять ее, да, то есть люди, которые на износ работали просто. Это не современно, где-то что там сидишь, отдыхаешь, в телефоне ковыряешься. 33-й год. Делать больше нечего было. Я думаю, они выучили всю литературу, которая вокруг была. Ну, для понимания, да, что такое 300 тысяч километров вокруг Земли, это очень-очень много. То есть это почти 8 раз обогнуть Землю по экватору. Сумасшедшее расстояние, ну, на которое никто сейчас не подпишется, никто не рискнул тогда этот рекорд повторить, и по сей день вряд ли уже кто-то и повторит. Не потому что моторы стали хуже, нет, моторы стали лучше, просто они гораздо более нагруженные, то есть на них очень много всего навесили. То есть, мне когда говорят, вот старые моторы, да, это там, прям сила, пушка, ну, отчасти да.
Но, наверное, потому что они не нагружены особо. То есть современный мотор, он гораздо более мощный, технологичный, крепкий. Просто на него навешали очень-очень много. То есть вместо того, что я могу сейчас 20 килограмм на спину одеть и могу идти там, не знаю, весь Хромтаун насквозь пройду, не устану. Но если на меня 120 килограмм надеть, я, наверное, через километра 2 язык выплюну, спина отвалится и так далее. То есть с моторами история абсолютно та же самая на самом деле. Это официальный сертификат рекорда. Его оригинал хранится в музее на заводе под стеклышком. Хранят его уже почти 100 лет. То есть, потому что это та бумажка, которая как раз таки подтверждает официальный рекорд, установленный в 1933 году. Тогда еще книги рекордов Гиннесса не существовало, это мы просто ее так привыкли, да, называть. Однажды просто один автор собрал все рекорды в кучу, его звали Гиннесс, создал эту книгу, да, и начал собирать там рекорды. Тогда его еще не было, и никто ее не создавал. Тогда были вот эти сертификаты Европейского сообщества производителей автомобилей. То есть они официально дали бумагу, подтверждающую установленный рекорд. По сей день никем не побитый. Никто на это не решился. Это в первую очередь гордость самого Citroёn. Ну и, конечно же, бренд Яко, как часть этой истории, тоже считает это своим достижением, потому что это нелегко на самом деле. Было, наверное, сделать такой материал смазочный, да, который выдержит все эти нагрузки. Вот, бумажка хранится на заводе, лично вот так перед ней стоял, лично видел, что она уже ветхая такая, да, то есть, ну, ей почти 100 лет. Много рекордов поставлено в авиации, потому что бренд Hispano Suiza, с которого все началось, был поставщиком моторов для гражданской авиации. В первую очередь для самолетов компании Air France, я думаю, знаете такую компанию, да? Такая же, как Air Astana, только во Франции, грубо говоря. Вот. И в то время пассажирские самолеты, гражданская авиация летали на моторах Hispano Suiza. Ну и так как все-таки бренд Яко был частью этой всей истории с моторостроениями, естественно, во всех этих самолетах было залито это масло. По сей день бренд производит авиамасла. Мы их привозим, потому что у нас есть авиаклубы, которые с нами сотрудничают. Вот. Ну, не на Боинге, конечно, а аэробусы там, и огромную реактивную технику. Нет, мы привозим масла для ротексов, то есть это небольшие самолеты, там 2-5-местные, 10-местные. То есть маленькие кукурузники, орошение полей, просто там высокий пилотаж. Ну, то есть ничего не связанное уже с большой авиацией. Большая авиация — это совершенно другая история уже. Там очень мало производителей работает в принципе. Ну, в основном это Shell, в частности, в большей степени, ну и ExxonMobil. Остальные там особо не лезут туда. То есть это контракты мировых уровней. Маленький завод Яко не вывезет такие нагрузки, как минимум, да, то есть по производству. То есть рецептура несложная. Просто сами производственные возможности не позволят бороться с такими гигантами, да, то есть как Shell, там, Mobil и так далее. Ну и никто и не собирается этим заниматься на самом деле. Перед началом Второй мировой войны бренд уже работал на уровне всего французского государства. Они являлись официальным поставщиком смазки для всей французской армии, то есть для нужд всей французской армии. Вот. Но перед началом того, как в Нормандию должна была вступить нога врага, завод было приказано правительством уничтожить. Уничтожить почему? Потому что было сделано очень много запасов для Франции, для армии Франции. И чтобы враг не завладел всем этим, было приказано просто все это уничтожить подчистую. Завод уничтожает, во время Второй мировой войны его просто-напросто не существует. Единственное, естественно, забирают всю документацию, все там образцы, все наработки за те годы, которые были сделаны. Вот. И уже после военное время Жан Дантияк, тот человек, который был у самого основания, у самых истоков, продолжает историю с восстановлением завода, да, то есть он начинает искать разные новые рецепты, ноу-хау. Он даже пытался делать моторное масло из водорослей морских. То есть он был очень таким интересным химиком, который пытался сделать что-то новое всегда. То есть сейчас скажут, какие водоросли? Допустим, эстеровые базовые масла, да, то есть часто делаются из растительных источников, в том числе там кокосы, пальмы и пшеница. То есть синтезируются, да, и делаются очень сильные, крепкие масляные базы, то есть которые добавляются уже в остальные. Вот, куда улетело? В 50-х годах потихонечку начинается новое производство, начиная с небольшого ангара, разрастаясь все больше и больше. И в 1965 году отстраивается абсолютно новый завод в городе Руан, где он по сей день и находится. То есть с 1965 года местоположение завода не изменилось. По сей день он на том же самом месте, но единственное выглядит совершенно, естественно, по-другому. Тогда это было такое вот кирпичное здание. Дальше видео увидите, оно будет выглядеть совершенно по-другому. Но местоположение не поменялось. В 70-е годы полноценно бренд возвращается уже в большой автомобильный спорт, в частности, Le Mans 24 часа. Кто-нибудь знаком с этой гонкой? Да. Le Mans
Да, то есть это одна из самых таких тяжелых испытаний для техники и для людей, когда 24 часа подряд на гоночной трассе Лиман происходит соревнование по тому, кто больше проедет кругов. Естественно, это надо делать на очень высокой скорости, чтобы за отведенные 24 часа намотать максимальное их количество. Ну, представьте, да, техника сутки работает на пределе. Машины Лимана быстрее, чем машины Формулы-1. Они не умеют так быстро поворачивать, как Формула-1, но по скорости они быстрее на порядок. То есть, если Формула-1 скорость в среднем около 330-340 км в час, то машины Лимана разгонялись в свое время до 420 км в час на прямиках. Ну, потом их тоже немножко ограничили, потому что машины попросту начали взлетать. Там есть одно место на Лимане, такой чуть бугорок, и из-за набегающего потока воздуха там машина просто взлетать начинает. Ну, кто, может быть, фильм видел, да, то есть Гран-туризмо, там классно это показано было. А вообще это изначально было у Мерседеса. Летающие Мерседесы, есть такая история. Как раз в Лимане в 90-х годах первые там начали взлетать в воздух именно Мерседесы, которые выглядели вот таким образом. То есть не как заводской автомобиль, а как Формула-1 с закрытыми колесами и с кокпитом, ну, грубо говоря. Яков возвращается туда как раз-таки с автомобилями марки Ferrari, Chevron, специально гоночные автомобили, построенные для Лимана. Вот. Ну и по сей день они там есть, в самом высоком классе LMP2. В первую очередь для того, чтобы создавать, тестировать и придумать что-то новое. Потому что, ну, я бы не сказал, что это сумасшедший маркетинг. Маленькая наклейка, если бы я ее не показал, никто бы ее там и не заметил, наверное. У меня джип сейчас ярче, да, выглядит, чем эта гоночная машина. То есть это в первую очередь сделано для того, чтобы тестировать новую продукцию. Также бренд есть и в Формуле 2, и WRC ралли, то есть кольцевые гонки всех видов, все чемпионаты по ралли в Европе проходящие, везде бренд присутствует, просто у них очень хреновый маркетолог. Это я точно могу сказать. В отличие от других брендов, вот с маркетингом у завода реальная беда. Но дело тут больше, наверное, в другом. Дело в том, что у них менталитет такой староевропейский. Они говорят, у нас есть классная история. Типа, зачем вот это все новое маркетинговое? Это же просто бабки в никуда потратить. То есть кто-то спонсирует хоккей, футбол там, и так далее. Да? Я говорю, ну если мы начнем туда миллионы выкидывать, у вас ценник масла будет тоже очень высокий. Легко, говорит, мы можем это сделать, только зачем? Это такой европейский менталитет, с ним сложно немножко иногда работать бывает, потому что у них мышление другое, совершенно. То есть там, где есть СНГшный маркетинг, а у многих сильных брендов маркетологи СНГшные. Ну, в частности, российские, да, то есть одни из лучших маркетологов на самом деле, ну или нанимают американских маркетологов. Французы работают ровно у себя, маркетолог у них хреновый, ленивый, вот, поэтому все, что делается в большей степени, это запросы инженерии. То есть инженерные отделы завода просятся на соревнования, руководство это утверждает, и там они начинают совместно изобретать что-то новое, либо тестировать что-то новое. Вот, ну, Париж-Дакар знаком, наверное, да? Знаком с такой гонкой? Ну, потому что из КамАЗ-мастер, спасибо, мы благодаря нему знаем эту гонку очень хорошо. Вот, я этой гонкой увлекаюсь с детства, я очень люблю ралли-марафоны. Вот, в те годы, когда я только-только, наверное, был в планах у отца появиться на свет, компания DAF грузовиков, я думаю, знакомый бренд, да? Они сидельные тягачи по всей трассе, это одни DAF до Volvo. Вот. И в 80-х годах, будь здоров, бренд DAF решил доказать всем, что они умеют строить не только тягач, который фуру таскает, а над ними все так и смеялись, типа, что, Volvo классный, Мерседесы крутые грузовики делают, а DAF что, а DAF воду нам привезет на площадку, потому что кроме сидельного тягача они ничего делать не умеют больше. Вот. Они решили всем доказать, что их инженеры одни из самых лучших, и создали монстра, который по сей день считается самым быстрым грузовиком ралли-марафона любого, потому что после него скорость просто-напросто ограничили. Это был DAF 95X1 с двумя 11-литровыми дизельными моторами, то есть внутри базы 2 дизельных мотора стояло. И это сумасшедшая машина мощностью 5000 ньютон крутящего момента почти на пересеченной местности могла разгоняться свыше 250 км в час. Свыше 250 по полям. Это было сумасшествие. На самом деле, есть видео того времени. Это видео самого Дава, я его там в Ютубе нашел. Бренд Якова тоже был там, потому что они тоже подписались на эту. Это авантюра. Создать и синхронизировать 2 мотора. Как раз видео момента самого известного в ралли, да, Париж-Дакар, когда грузовик обгоняет быстрейшую машину самого ралли-марафона. Это был Peugeot 405 Turbo. За рулем был 3-кратный чемпион мира к классическому ралли Ари Ватанен. И я его очерк читал. Ну, я люблю просто историю изучать. И, то есть, он дает интервью, говорит, я поворачиваю голову, меня обгоняет грузовик. Я, говорит, у штурмана спрашиваю, у нас, говорит, с машиной все в порядке? Он говорит, мы на пределе, все приборы легли, говорит, мы в красной зоне едем. Говорит, почему, говорит, нас 12-тонная машина обгоняет? Ну, типа, как это произошло? Видео снималось с вертолета, вертолет еле успевал.
Вот. Но, к сожалению, в 1988 году произошла авария, экипаж, ну, не просто пострадал, да, погиб штурман одного из экипажей, и компания DAF сказала: все, ребята, все, мы всем все показали, доказали, вы нас не перебьете все равно, но мы, говорят, с этой гонки выходим, потому что нам люди важнее. Мы не хотим больше смертей. Ну, по одной еще простой причине, безопасность того времени была, к сожалению, на уровне перекреститься, там иконку на панель поставить и типа все. Да, уже гоночные костюмы, шлема вроде все были, но каркасы безопасности были так себе. Спортивные ремни крепились к сиденью, что вообще нельзя. Но в то время это считалось нормальным. Вот, ну и, соответственно, когда грузовик перевернулся, сиденье с пилотом оторвалось и его просто придавило, к сожалению. После этого все гоночные ремни крепятся в закладные в кузов. Да, то есть почему, ну, всегда говорят, да, любое ПДД, любое правило там или, ну, ограничение прописано кровью. То есть в автоспорте все очень жестоко, ну, в плане именно безопасности сейчас, это я могу точно сказать. Это и не горючие костюмы, не горючая одежда, да, то есть специальные амалогированные каркасы, сваренные по приложениям, ну и так далее. Вот, а раньше это больше было похоже на безумие, ну и люди с этим безумием прекрасно работали. Вот, много историй связано с брендом Audi, в частности, с классическим ралли, то есть группа Б, ее называли группа смертников, да, потому что это на тот момент были быстрейшие машины, они на гравии разгонялись быстрее, чем болиды Формулы-1 на асфальте. То есть знаменитый Audi S1, то есть Quattro, да, как раз первая система Quattro на ней и появилась, то, что мы знаем после, появилась именно на ней. Кузовные гонки немецких чемпионатов DTM, тоже бренд Яко с брендом Audi много сотрудничал. Да, если поискать сейчас вот такие модельки раллийные, на них будет Castrol. Ну, все верно, они просто пришли, потом бабками перебили. Но первый в авантюру ввязался бренд Якоб, да, и с брендом Audi начали создавать, ну, совместно, да, гоночный автомобиль. Потом пришел Castrol, сыпанул много денег, и появился там лейбл Castrol на всю дальнейшую жизнь. Но первые, если снимки искать по истории, найдутся именно вот эти машинки с брендингом, ну, именно Яко. В Америке тоже много соревнований проходит, Яко там тоже есть, потому что рынок тоже интересный, они там тоже продаются. Вот, гонка Pikes Peak, скоростной подъем в гору, то есть задача с нижней точки до верхней точки, да, длина 20 километров, доехать максимально быстро. Но беда в том, что перепад высоты почти 2000 метров. Ну, представьте, да, постоянно машина едет в гору, постоянно едет в нагрузку. Вот, бренд Яко там тоже присутствует, вот с такими автомобильчиками, которые построены на деталях Honda, то есть мотор там от Honda стоит, трансмиссия Honda, ну, естественно, турбинка прикручена, и все это отлажено. Очень любят драг-рейсинг, особенно на мотоциклах. Вот. Ну и также были рекорды с реактивными двигателями, в частности, в 2006 году. Ну, машины назвать это сложно, конечно. Это такая тележка, в которую человека посадили и сверху колпаком накрыли. Ну, а посадили его на реактивный мотор. То есть, да, эта машина с нуля, на дистанции 250 метров умудрилась разгоняться с нуля до 526 км в час. 250 метров. Тут до ближайшего магазина сколько? Метров 200-250, да, наверное, ну, 526 километров. Адские перегрузки, пилот испытывал больше перегрузки, чем космонавт в момент старта ракеты. То есть, ну, есть отмороженные люди, я понимаю, насколько у них в голове должен быть бензин, вот, потому что, ну, не знаю, такое решиться, это надо еще заранее завещание написать, попрощаться со всеми, а потом сесть в машину. Вот, как я говорил ранее, я сам достаточно давно в автоспорте, то есть, а именно с 2007 года, уже почти 20 лет я в нем нахожусь. Вот, пилотировать перестал буквально несколько лет назад, перешел в ранг постоянно судейства. Вот, сам занимался профессиональным дрифтом, ну, в частности, последние несколько лет я начинал фигурное вождение, драг-рейсинг, ралли, очень много в ралли прокатали, джип-марафоны, то есть ездил на всем, где есть 4 колеса. Вот мотоциклетная техника — это не мое. 4 колеса — без разницы. Полный привод, передний, задний, мне все равно. Вот, ну, одно видео. То есть у нас в Алмате очень много проходит автомобильных соревнований, в частности, да? Ну и на фото тоже я был, только это в маске, потому что фотография 21 года, а тогда все в масках ходили. Вот. Ну, в дрифте нагрузки достаточно большие, постоянные, потому что мотор используется практически в отсечке всегда. Коробка передач страдает вообще адски, потому что ее постоянно пинают через сцепление. Про редуктора я молчу, они там в шоке от происходящего. А вся беда в том, что все это хреново охлаждается. Потому что машина едет боком, на колесе у тебя 200 плюс, а скорость по факту там 80, около 100. То есть, естественно, нагрузка сумасшедшая, охлаждаться это все не успевает, и только, ну, скажем, качественная продукция может переварить такое. Если вы придете сейчас в гоночный техпарк и начнете по техкомандам ходить, смотреть, кто какими маслами пользуется, вы немного ассортимента увидите. Вы увидите очень много Яко, потому что ребята, ну, как в первую очередь, мне как технарю доверяют, и я сам с ними очень дружу.
Вы увидите там, ну, Матюль увидите. Почему? Потому что спонсирует у нас одного пилота, но он один-единственный, кто на нем ездит. Увидите американский Redline и частично увидите бренды, которые тоже заходят к пилоту-спонсорам, да, то есть дают просто масла. Те, кто покупает сами масла, в основном покупают себе спортивную линейку масла Яко. Ее здесь нету, потому что, ну, это такой нишевый продукт, они в красных канистрах, они отличаются по составу от гражданской линейки масел, ну, достаточно кардинально. Да, вот первая страничка — это как раз линейка Competition. То есть это то, что связано с автоспортом в первую очередь, но те, кто ездит в городе, тоже часто заливают себе эти масла, особенно владельцы дорогих машин, не стоковых машин. Ну, то есть когда у тебя мотор стоковый 300 сил был, да, ты такой там чуть его покрутил, позаменял, навертел, и у тебя получилось по итогу 600. Ну, на масле как будто бы экономить это так, когда пожар на спичках еще сэкономить, то есть не надо. А, есть, вот, даже есть, оказывается. Я почему-то думал, что нету. Ну вот, пустая канистра, значит, кому-то уже залили. Ну вот, кто-то в городе Хромтау, получается, ездит на спортивном масле 0,40. Небось, это какой-нибудь BMW, скорее всего, да, там, Mercedes, ну, классика жанра, да, то есть. Вот, не у каждого бренда есть в портфеле вообще спортивная линейка масел. Немногие заморачиваются ей даже. Именно отдельно спортивная. Многие подумают, что ну 5,50, 10,60 это спорт. Нет, это просто вязкость. Важно, из чего этот продукт сделан. Да, просто вязкость можно сделать любую. Без разницы. И 10,60, хотите 15,60, 20,60 вязкость можно сделать минеральным легко. Можно полусинтетическим сделать. Это просто вязкость. То есть параметры текучести масла на холодную и состояние толщина масляной пленки на горячую. Это всего лишь показатель. То есть о составе ровным счетом не говорит это ничего. То есть сказать завтра, что 10,40 это всегда полусинтетика, да никогда в жизни. Я вам 10,40 гоночно-спортивное могу дать на самой дорогой масляной базе. Я могу минеральное 10,40 дать, полусинтетическое, просто синтетическое, да любое. Это всего лишь цифры, обозначающие, насколько масло, ну какой именно вязкость имеет масло на холодную температуру и какая его текучесть на горячую температуру. Не более того, это всего лишь технический показатель. Сразу покажу видео с завода, ну, чтобы было понимание, как он выглядит. На заводе, кроме Яко, не производится больше ничего, только свой бренд. Ну, поэтому и завод весь забрендирован Яко в своих фирменных цветах, вот как эта бочка. То есть, потому что сами нигде не производятся больше, и на своем заводе ни для кого больше ничего не делают. Это на самом деле редкость, потому что многие бренды блендят масла для других производителей. Ну, то есть это называется контрактное производство, когда ты приходишь, говоришь, я хочу масло с брендом Максат. Он говорит, хорошо, с тебя 100 тысяч литров, ну, на какой-то период условно, и вот такая стоимость. Какие надо тебе масла? Повыше качеством, пониже качеством, мы здесь все, что хочешь, делаем. Ну и я сам уже выбираю. Это частая история на многих заводах. Вот. Но в данном случае бренд Яко имеет собственный завод, сам на нем производится и никого туда больше, собственно говоря, не пускает. Это положительно сказывается на качестве самого продукта всегда. То есть никто не отвлекается на что-либо другое, линия залита только, ну, занята только своими жидкостями и никакими другими больше. Вот. Ну и фокус только на свой бренд. Только. Это очень важный момент всегда, который, ну, в первую очередь отвечает за качество готового продукта внутри канистры. Да, иногда бывают огрехи там с канистрами, да, где-то. Это у европейцев часто, там след остается, да. По одной простой причине. Европейцы к этому относятся как к одноразовой посуде. Ну, по сути, она такой и является. Это одноразовая посуда. Мы ее вылили, выбросили и забыли. Ну, максимум в багажник на доливку кто-то положил себе и все. Больше функции у этого куска пластика никакой нету. Поэтому европейцы часто не заморачиваются. Им пофигу. Заморачиваются больше уже те, кто сильно ориентирован на рынок СНГ. Стараются с канистрой что-то крутое придумать, всякие уровни защиты. Здесь нет уровней защиты, потому что подделать бренд Яко смысла большого нет. Он не имеет настолько сильный охват, как Мобил, например, что ты запустишь целое производство. Представляешь, сделать подделку, это надо производство целое запустить. Чтобы его запустить, надо вложить сумасшедшие деньги, там миллионы долларов. Чтобы купить линию, настроить, тару, жидкости, все это залить, людей нанять, завод, ангары поставить, чтобы сделать подделку. Чтобы это стало выгодно, нужно, чтобы ты завтра на рынок пришел и сказал, так, пацаны, фура, но не по 2000 тенге за литр, а, не знаю, там, по 1000 тенге за литр. Да, базар ее сметет. Чтобы начать подделать бренд Яко, это надо поставить линию, начать выдувать канистры, а они у них свои уникальные, они не похожи ни на одну другую канистру. То есть ты потратишь денег больше, чем стоит оригинал. Нету никакого смысла его подделывать. Я не говорю про кустарную подделку, да, если завтра кто-то пришел такой хитрый, сейчас здесь у Армана канистру вот такой, с собой забрал, технично, дома в гараже налил «Газпром», и паяльником взял, сидит такой, запаивает ее.
Такое бывало, попадались нам люди, но это было 2-3 раза всего, и по шее они очень быстро получили. Часто на ПЗМах вообще самое правильное, использовали канистру и отверткой проткнули ее. Это гарантирует, что завтра в этой канистре не окажется ничего другого. В том числе у вашего клиента, который, может, оказался хитрым. Он приедет и скажет: я вот не знаю, ты мне вот масло оставил, да, оно фуфловое, а он сам туда что-то ерунду налил какую-то. Типа я у тебя дважды купил масло, вот из-за твоего масла у меня там лег мотор, а по факту туда не пойми, что налили. Иди докажи, попробуй. Там что угодно может быть. Там автол может залить. Самый простой, светлый. Не темный, а светлый. Он же похож? Похож. Все. То есть, к сожалению, такие недобросовестные люди есть, но на нашей истории 3-4 раза нам попадались такие господа. Мы быстро выясняли, кто это, быстро приезжали, разбирались, и больше люди так не делали. У нас просто есть один супервайзер такой, он чеченец еще, борода такая, у него взгляд такой, как будто сейчас, знаешь, как шапалах тебе вмажет. При этом он очень добрый, вежливый, но если его разозлить, он там, у него сын боксом профессионально занимается, он пацанов на тренировку, говорит, отправлю, говорит, позанимается, молодежь, говорит, если что. То есть люди эти перестали этой фигней заниматься. Вот. Канистра выглядит таким образом, да, можно будет ее вживую покрутить, повертеть. В принципе, вся нужная информация на ней есть. Люто маркетинговых кричащих надписей на ней, в отличие от других производителей, нету. То есть часто у нас, особенно сегмент, скажем, недорогих продуктов, да, стараются на канистре сделать картину, чтобы человек на нее клюнул, как на красную тряпку. Здесь они разноцветные, да, они кажут. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, на полке легко было найти. Когда ты запоминаешь, что у тебя 0,20, я вот сейчас не буду стоять долго читать, я подойду и понимаю, что вот. То есть масло как бы Азия-Америка, да, вот голубенькая канистрка, я ее издалека увижу. Потому что, часто бывает как, стоит куча канистр, они все одинаковые, и ты идешь, подожди, это 10,40, это 5,30, где 0,20, куда я положил эту канистру. То есть здесь это сделано в первую очередь с точки зрения, чтобы человеку было удобно с ней работать, и визуально он запоминал, как она выглядит, даже ваш клиент. Завтра он приедет и скажет: вот 0,20 было с голубой этикеткой. Точно помню, голубая этикетка была. Или написано на ней было гибрид, например. То есть никаких дополнительных уловок маркетинговых особо никто не использует. В основном все в первую очередь сделано для удобства пользования. Пользования как клиента, так и продавца, да, который за ним работает с клиентом. Так же, как и на бочках, да, просто вот информация, просто зеленая бочка. Никаких гоночных машин, ничего особо не нарисовано. То есть все в таком сдержанном европейском стиле, без чего-то кричащего особо. Под всеми крышками есть рассекатель, он чуть-чуть по-другому сейчас выглядит. Здесь его не выдрали. Да, сейчас он выглядит вот таким образом. В первую очередь это сделано для чего? Для того, чтобы когда ты наливаешь масло в мотор, оно не булькало. Это основная задача этого рассекателя. Да, когда надо быстро налить, его можно просто вытащить оттуда и быстро вылить, там, не знаю, может в лейку, да, масляную. То есть с нее же удобнее наливать иногда. В основном это сделано для конечного пользователя, который на трассе там где-то или дома, да, ему надо долить масло, и он спокойненько это наливает, не расплескивая масло по всему мотору. Кто масла меняет, все прекрасно понимает, да, как с металлической канистры на ветру в наклоненный мотор без воронки налить масло. Я один раз попробовал. Я налил, конечно. Правда, из литра, наверное, грамм 500 в мотор попало, а остальное на мотор. Вроде бы смазано, только почему-то снаружи. Потому что очень неудобно. Да, если была такая канистра, мне было бы гораздо удобнее, потому что ты начинаешь тонкой струйкой лить, она льется, ты струйку добавляешь, она не булькает, а все равно льется. Когда-то в свое время за эту вроде бы непонятную маленькую пластиковую фигню завод отвалил за разработку и изготовление 400 тысяч евро. То есть это же надо было все придумать, просчитать, начать производить, сделать клише, сделать пресс-формы, запустить производство. 400 тысяч евро. Все для того, чтобы просто было удобно человеку, который наливает масло в мотор. Своего рода вроде бы фишка, которая рассчитана на то, чтобы человеку было комфортно пользоваться продуктом.